Бисмилля. Вы видели этих неопрятных мусульман, которые ходят такие, знаете, бедные, простые, дешевые у них одежды, они не бритые, без галстуков, без пиджаков, без туфель. Вот сразу по ним видно, что они прям вообще не элита, не айс. Удивительно, на самом деле, как повторяется история. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, рядом с ним сидели 6 его сподвижников из числа прям вот самых бедных мусульман. То есть эти люди были, они, безродные, без племени, грубо говоря, там, да, это бывшие рабы, которых буквально недавно освободили и так далее. И мимо пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, кстати говоря, который сам был из числа, грубо говоря, аристократии, мимо него проходили знатные люди, и они сказали ему: «О, Мухаммад, неужели ты довольствуешься этими людьми из твоего народа? Неужели среди всех нас Аллах оказал милость только этим?» Да, дорогие мои зрители, Аллах оказал реально милость именно этим. Вот мы сидим с вами в своих джипах, виллах и бассейнах, останавливаемся в лучших гостиницах, нас обслуживают с уважением и почетом, открывают перед нами двери, паркуют наши машины, а для Аллаха все это ничто. То есть для Аллаха это не имеет никакой ценности. И мы ходим, знаете, такие важные, уверенные, думаем, что мы из себя что-то представляем, но кто мы на самом деле перед Аллахом? Проблема в том, что, как мне видится, мы на самом деле не поняли жизнь, потому что многие из нас связывают богатство с любовью Аллаха, а бедность, нужду, проблемы и так далее с его ненавистью и наказанием. Вы видели в интернете видео, там Африка, где-то там в пустыне, жара, комната такая, знаете, лачуга, и подходит с камерой к этой лачуге, и там внутри в темноте без света сидит парень, негр, и зубрит Коран. То есть он просто сидит где-то там, я не знаю, в глуши мира, вдалеке от цивилизации, кафешка, небоскреба, в полном одиночестве, без света, в темноте, и зубрит Коран. Кто он для вас? То есть кто такой человек в нашей системе ценностей? В наших глазах он неудачник, он лузер. То есть люди посмотрят на него как на глупца. Вот вы станете приглашать его к себе на званый ужин, вы приготовите для него какой-нибудь, я не знаю, роскошный стол, как вы обычно это делаете для своих богатых знакомых, родственников и так далее? Нет, конечно, потому что он для нас никто. И клянусь Аллахом, я ему завидую. Клянусь Аллахом, Аллах оказал милость именно ему, а не нам, потому что Аллах занял этого человека самим собой. В то время как мы заняты пластмасскими и железками этого мира и вцепились в нее, как коршуны в мертвую тушу осла, и воюем за каждый ее вонючий кусок, убиваем друг друга, любим, ненавидим ради нее. И все наши мечты, заботы, желания, разговоры, мысли связаны только с этим миром. Аллах в это время увлек этого человека Кораном и уединением с ним. То есть он с утра до вечера ведет тайную беседу с Аллахом. Он общается с ним, прославляет его, говорит Субханаллах, он восхваляет его, говорит Альхамдулилля, он возвеличивает Аллаха, говорит Аллаху Акбар. То есть в его картине мира есть только он и Аллах. И как же счастлив этот раб, у которого нету ничего, кроме Аллаха. И как же на самом деле несчастны мы, что у нас есть абсолютно все, кроме Аллаха. Знаете, что в данный момент происходит на самом деле? Если говорить вот прям вот без прикрас, без философии самообмана, вот по факту этот человек, он променял этот мир на Аллаха. А мы наоборот, мы променяли Аллаха на этот мир. Вот и вся правда. И самое удивительное, Аллах сказал, что этот мир со всеми красотами, богатствами и всем, что в нем есть, это для него это ничто. Это меньше для него, чем крыло комара. И все это исчезнет, все это превратится в прах, в труху, в пыль. То есть все это мираж, иллюзия. И вот за это мы боремся